Работа Центральной избирательной комиссии будет открыта для всех средств массовой информации. Такое заявление сделала председатель ЦИКа Светлана Миронова. Начиная с 22 июня этот важный орган начал свою работу. Средства массовой информации, они могут присутствовать буквально с первого же дня на заседании, но чуть позже будет разработан регламент освещения избирательной кампании в средствах массовой информации. И в соответствии с этим регламентом, опять же, будут предъявляться определенные требования. То есть необходимо разработать свою концепцию освещения выборов и другие требования. Любое заседание будет в открытой форме, и все те документы, которые будут приняты Центральной избирательной комиссией, имею в виду протокола постановления, они также будут в свободном доступе. Как для общественных организаций, которые будут зарегистрированы в качестве наблюдателей, так и средств массовой информации. Долгое время в Гагаузии стояла дилемма с избранием Центральной избирательной комиссии. С 21 июня Народное собрание утвердило членов ЦИКа. На первом же организационном заседании ЦИКа были избраны председатель, его зам и секретарь. Центральная избирательная комиссия, согласно ее решению от 22 июня, были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь. Председателем стала я, Миронова Светлана Андреевна, заместителем председателя Коваленко Яна Викторовна и секретарем Кова Надежда. Значит, это и располагаться данная комиссия будет в здании исполкома, первый этаж, улица Ленина, 196. Согласно уложению Гагаузии, кандидаты в депутаты имеют право регистрироваться в 30-дневный срок за месяц до даты выборов. Кандидаты, в принципе, имеют право начать подавать документы для регистрации, начиная с 9 июля и до 9 августа, потому что, в принципе, вся регистрация будет закончена не позже, чем за 30 дней до начала выборов. Это ориентировочно получается у нас дата 9 августа. Напомним, что выборы депутатов Народного собрания Гагаузии состоится 9 сентября 2012 года.